Уважаемые телезрители, это телеканал «Якутия-24» в прямом эфире, в студии Влад Давыдов. Сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в республике на сегодня, 27 октября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки на территории республики управлением Роспотребнадзора зарегистрировано 177 новых случаев коронавирусной инфекции. Порядка 75 случаев, чуть меньше 100, приходится на город Якутск. И, соответственно, здесь у нас и большее количество населения, и, соответственно, более высокая мобильность. Нюрбинский район сегодня составляет 17 случаев, Мегино-Кангаласский район 9 случаев. По остальным районам зафиксированы случаи от 6 до 1, и, соответственно, со всеми и как больными, так и контактными проводится соответствующая работа. Необходимо обратить внимание на то, что вчера состоялась встреча моя и министра здравоохранения с главными врачами в режиме ВКС по всей республике. Нами дана оценка и заслушана санитарно-эпидемиологическая ситуация в целом на территории республики в разрезе каждого из районов. Главными врачами поставлены ряд текущих вопросов, которые могут возникать в том или ином районе с целью оценки и принятия оперативных действий. Так необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент лекарственными средствами и препаратами, а также средствами индивидуальной защиты и должной медицинской помощи у нас сегодня обеспечены практически все районы республики. В ряде районов отмечается отсутствие того или иного препарата, который, соответственно, принято оперативное решение по выдаче его из резервного фонда, соответственно, Министерства здравоохранения республики. Такой подход, как заслушивание врачей в режиме ВКС, главных врачей в режиме ВКС, на настоящий момент у нас будет еженедельным для того, чтобы было четкое понимание и единство всей республики в борьбе, в том числе с коронавирусной инфекцией. Необходимо обратить внимание на то, что у нас сегодня есть районы республики, в которых уже длительное время не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и необходимо все-таки оценить деятельность их и оперативных штабов, и администраций, в том числе и по соблюдению в них, дальнейшему продолжению соблюдения в них масочного режима. Кроме того, вчера состоялось совещание под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, на которой было обращено наше общее внимание на то, что в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация во всех регионах, она находится примерно в одинаковом положении. Необходимо обратить внимание на то, что Республика Саха-Якутия зашла в этот санитарно-эпидемиологический сезон немного раньше всех остальных и субъектов Российской Федерации в силу своего нахождения, климатических условий. И, соответственно, сегодня уже по той схеме, которую отработали мы у себя в республике, по аналогичной схеме, и как по увеличению коечного фонда, так и по сокращению сроков получения анализов на тестирование, по тестированию, так же, как и работа с амбулаторными больными, они, соответственно, применяться начинают во всех субъектах Российской Федерации. Для граждан, безусловно, должно быть сейчас терпение, здоровье, поддержка собственного иммунитета. Необходимо обратить внимание, что по сравнению с летом изменился контингент, очень сильно изменился как в Якутии, так и по всей стране контингент заболевших. И если бессимптомники ранее составляли у нас 80%, то сегодня их количество уменьшается. И увеличивается количество больных тех, кому старше 65 лет, и лиц с хроническими заболеваниями. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, нам удалось и удается сохранять здоровье нашего старшего поколения на протяжении 8 месяцев. Я прошу не снижать свою настороженность и беречь здоровье своих старших, близких людей сегодня, которые для нас являются такими же членами нашей республики Саха-Якутия, являются гражданами нашей республики. Для них очень важно радоваться нашим последующим победам, жить дальше
И поэтому сегодня очень много в части сбережения нашего старшего поколения зависит от каждого из нас. Спасибо большое. Это был традиционный брифинг оперативного штаба республики в прямом эфире по эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Продолжаем выпуск новостей. Минздрав России утвердил новые рекомендации по борьбе с коронавирусом. Теперь лечить амбулаторно можно не только пациентов с легким течением COVID-19, но и взрослых больных в состоянии средней тяжести. Новая версия рекомендаций содержит ряд важных изменений, в том числе касающихся диагностики, маршрутизации пациентов с коронавирусом и организации амбулаторного лечения. Отдельно приводятся рекомендации по долечиванию пациентов, идущих на поправку вне специализированных стационаров. Амбулаторным пациентам должно быть обеспечено ежедневное медицинское наблюдение, в том числе дистанционное. Однако ознакомиться с новой рекомендацией временных методических рекомендаций можно на официальном сайте Минздрава страны в разделе, посвященном коронавирусу. Кроме того, они направлены в регионы для использования в практической работе. Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о полной оплате больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности трудового стажа. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 1 декабря этого года. Согласно действующему